Мы живем в уникальное время, даже когда зимой можно получить к столу свежие овощи, причем экзотические. Но что же делать арктическим районам, где до них очень тяжело все это довести, а тем более какие цветы к 8 марта, которые так ждет каждая девушка. Всем привет, меня зовут Полина Долинская, и эта программа «Испытана на себе». Сегодня мы находимся в уникальном месте. Это Индигирская средняя общеобразовательная школа, где есть агрокласс. Именно здесь, с этих маленьких росточков, начинается большая агроистория этой школы. И благодаря усилиям этих учеников, их учителей и наставников, весь наслед получает свежие овощи, фрукты и цветы. Сегодня в рамках нашей программы мы обо всем этом узнаем поподробнее и обязательно испытаем это на себе. Испытано на себе. Идея принадлежит нашему руководителю, нашему учителю Николаю Алексеевичу Брызгалову. Он приехал из Мегино-Кангаласского района. Вот когда он приехал на север, уже полюбил природу севера, полюбил жителей севера, и ему что-то хотелось, что-то нового. Он всегда такой был человек, уже он смотрел, он обсуждал, он что-то 5-6 шагов всегда вперед смотрел. И получается, из своего района он привез там несколько штук, рюкзак, скажем, да, картошки привез и стал потихоньку заниматься. Сначала он занимался пришкольным, у себя дома, сажал и так далее. И второй, третий год уже стал чуть-чуть уже переносить, анализировать и заниматься именно картофелем сначала в школе. И в 2000 году нашу школу включили в республиканскую экспериментальную площадку. Так, мы там все требования прошли, и получается в 2001 году уже в нашей школе присвоили агропрофилированную школу. Там такая работа была. И я хочу еще сказать, что именно вот Индигирская школа является первой школой агропрофилированной школы на северных районах. Это первая единственная школа сначала. Так, основная цель что? Основная цель, конечно, чтобы дети, будущее поколение, любили вот основной труд, вместе с основным требованием, например, учебой, они любили труд, своими руками сажали, своими вот наблюдали, экспериментировали и так далее, что именно на севере можем тоже себя сами кормить. Постепенно уже мы уже стали вот работать именно на пришкольном участке. Сначала были там площади маленькие, потом уже прибавили. И сейчас у нас где-то 2 га земли, и там мы уже все сажаем. Так, сначала первые годы картофель, конечно, обычно покупали и рассадами там всегда сажали. И последующие годы уже сами стали вырабатывать разные сорта картофеля и так далее. И у нас сейчас вот семена, например, рассада своя, называется «Победа». Рассада «Победа». Так, помимо этого уже постепенно уже стали сначала обеспечивать поселок, стали продавать потихоньку, и здесь оставляли, например, в школе, в садике и так далее. Потом уже постепенно мы уже занимаемся вот продажей и района. Ну, как говорится, мы картошку не покупаем. Помимо этого мы занимаемся с капустой. Так, сажаем в основном сорта белокочанная, слава. В основном здесь на севере растут хорошо. И, конечно, как вы видите, только с рассадами. Сейчас картошка наша начнется, тоже у нас лето очень короткое, поэтому все сажаем рассадой. И там работает у нас очень опытный агроном, Слепцова Акулина Михайловна. Она очень не то что опытный, самый такой уникальный человек в нашей школе. Она у нас наставник, она у нас учитель, она, как говорится, все из ее рук, все эти вот итоги вы видите.
там, конечно, стали нам помогать и сейчас с ВФУ у нас есть, например, научные сотрудники и так далее. Потом мы общались с опытными огородниками и так далее. Ну, конечно, поддержка есть. Сейчас, например, АГАТУ у нас соглашение есть, поддержка есть, они приезжают, они еще нас учат и так далее. Поэтому, вот, как говорится, у нас целая бригада, целая такая команда, и они тоже помогают нам, они хотят тоже, чтобы мы вырастили вообще новые сорта и так далее. Ну, у нас помощь, конечно, есть, по научным сотрудникам есть, имеется. Что касается детей, это обязательно именно вот такая агроподготовка, или же это все индивидуально по личным детей? Ой, это как говорится, не обязаловка, потому что дети, все дети, это же их будущее. Если они не будут работать, если они не будут знакомы, например, с такими трудами и так далее, как они дальше будут жить? Потому что все дети, желающие с начальных классов и так далее, среднее звено, старшее звено, все летом, они все работают. У меня работает целых 5 лагерей, и именно 3 лагеря Эдельвейс, 3 сезона, там дети сами. Они очень опытные, с 5 класса работают, до 11 класса у него уже дома свой участок, свой огород, своя теплица. Ну вот достижения такие. Испытано на себе. В рамках нашей программы сегодня мне поможет Хадарова Татьяна Николаевна, которая при этой школе работает поваром, но очень любит и увлекается цветами. Настолько сильно, что обучает всех учеников. Доброе утро. Доброе утро. Татьяна Николаевна, что мы сегодня будем делать? Вот я вижу у нас такие красивые цветы. Друзья, вы не поверите, здесь, в арктическом районе, растут тюльпаны. Расскажите, пожалуйста, как вам удалось этого добиться, этого достичь? Ну, я сначала сомневалась, может ли здесь, холодно же здесь, Конечно. очень, и попробовала. Сначала заказывала вот такие луковицы, луковицы. Вот сейчас мы попробуем, подождите. Давайте, мы обязательно Ага. попробуем. Заказала из Новосибирска, луковицы сразу хранила там в подвале, но там не тепло, где-то. Для того, чтобы как раз Ага. они готовились уже, Готовились. да, при прохладной Луковицы температуре? сначала хранила, потом в январе достала и начинала, думала. То есть с января. Ага, уже начинала. Вот я уже все здесь. Это что такое? Это 8 февраля. То есть, а в каком формате Вот. все это было? Вы это полностью Ага. погруженное в землю Ага. было? И это вылупилось? Нет, немножко то есть посадила. корешок прикопали? Ага, Мгм. немножко. Так, Потом- это было 8 Ага. февраля. Потом 14-го уже у меня эти начали Росточки, да, росточки. появляться? Вот. Поэтому всех детей учу. Мгм. Вот как после обеда. Почему Потом- вы увлеклись цветами? Потому что на 8 марта хотелось... Да, попробовала, хотела всем учителям подарить цветы Мгм. и для себя тоже. Помните первый букет, который вы вырастили и вручили? Да, Вот эти эмоции. очень, да, очень красиво было. Я как, смотрите, вот, ой, я очень обрадовалась, но не успели мы. Ну, что делать-то? Но было юбилей. Вот мои первые цветы Ух ты, а это что за сорт? оранжевые. Вот тюльпаны, оранжевые тюльпаны. 17 марта. Мат- Вы знаете, даже даже с опозданием на 10 дней таких Да. цветов стоит дождаться. Тем более, что у вас и лето короткое, и зима такая Ага, да. суровая. И надо еще посадить пораньше. Мгм. Но, То есть уже не с января, Ага. а где-то в декабре. да, в декабре надо было. Мгм. Вот мои первые цветы, лепесточки, вот, Мгм. 10 марта. А Где? вот в связи со всеми вот этими особыми климатическими условиями, те, что мы покупаем в магазине, вот там, длина, Ага. там до 50, там, от 50 сантиметров стебель, они короче здесь? Нет, длинно было. И они были как рисунки. Я смотрел глазами, как хорошо. А когда купишь из магазина, они уже как-то вялые же бывают. Мгм. А когда сама сажаешь, Мгм. как нарисованы, как художник. Видите, как Мгм. красиво.
И даже не верится, что это я посадила. Да, действительно, это Но прямо вот, удивительно вот очень. остатки остались. Хотела до 9 мая, но они что-то быстро. Или что-то я не... На День Республики опять Ну, же, ну, вот скоро Скоро зайдут. будет день? Да. Ага. Мгм. Ну, давайте попробуем и посмотрим. А Да. вообще, есть такие приметы, я, то есть, у многих слышала, что если у человека легкая рука, Ага, да. у него даже палка, которую он в землю поставил, она корни пустит. Да, потому что никто не попробовала, только я в этом деревне. И мне очень было хорошо. Как хорошо. Вот, Ну, это Даже- прям душу греет. да, и душа у меня что-то стала. Вот я умела посадить тюльпан. А потом, как у вас это пошло? Появились ли у вас последователи? Кто у вас начал в дальнейшем поддерживать, чтобы действительно вот именно целую тепличку сделать цветов? Да, и поддерживал меня этот мой муж. Мгм. Мгм. И вот со временем мы хотим сделать теплицу, Мгм. и там хотим много-много купить тюльпанов, луковицу. Мгм. Это одна луковица стоит, так мы купили 20 штук. Мгм. По 100, нет, 20 штук, и одна штука была 200 рублей. Это получается 4000. Ага, и Мгм. все. Из этого 2 были уже портенные, уже ни Мгм. к чему. А сколько вот 20 штук вы купили, 2 сразу Ага. отбраковались, а из оставшихся 18 сколько взошло? Зашло вот сначала вот это, Вот эти там, вот, да? вот 5 эти, штучек. 5 штук, 8, 6, нет, 6 штук было, потому что, 6 штук из 18. ага, все, потом 10 остались. Мгм. И еще что-то я не умела ли, что-то там 2 Увяли? увяли. Мгм. Вот, Вот, расскажите, пожалуйста, вот мы взяли луковичку, вы их по-прежнему ага, заказываете, да? заказываю. Мгм. Вот мы Это что был за сначала, раствор? это раствор из маргасовки, Как долго он должен там полежать? ну, немножко, потому Мгм. что, А для чего? она здесь гниется иногда. А, Плохо. Это было дезинфекцирую мгм. и сразу здесь посадим. А вообще, вот как бы марганцовка, она такая своеобразная, именно Э. вот такое дезинфицирующее Ага. средство, его как нужно разбавлять? Ну, немножко, Светленького или чтобы розовое было. розой? Розовенькое, ага, Мгм. и сразу. Земля у вас какая? Да. Местная или все-таки покупная? Местная, мы не покупаем, но немножко мы в местном земле Мгм. немножко добавляем, вот, готовый универсальный. Мгм. Ну, там у нас с витаминками, да, витаминками, какая-то ага. сок- Немножко, я В уже, каких пропорциях? ну, я иногда, ну, на глазах. Мгм. Ну, Как? вообще, вот на такую, получается, Ага. на такое кашпо, сколько вы берете земли местной и сколько вы берете именно Так. покупной? Ну, должен тюльпан очень любит песок. Песок Песок. берите на вооружение. Ага. Поэтому было много песка. Мгм. Вот видите, здесь очень много песок. Видите, вот. У нас песок, между прочим, очень черный, а у вас в Якутске красный, да? Как-то Да. какой-то цвет. А В это смысле, это песок, что ли? а Я это думала, песок? это земля. Нет, это песок. Ребята, Смотрите-ка. у меня просто открытие каждый день по несколько штук. Оказывается, это местный Вот. арктический песок. Это я Земля. Мгм. Песок, видишь, во? Мгм. Это песок живет. Мгм. Да? И я сначала смочила это, Мгм. чтобы сразу здесь. Мгм. И вот так, Так, сначала, что мы делаем? сначала вот так сделаю немножко Рулечку, да? песочка, и вот этого беру вот так на землю, ну, по глазам. И все вот это, здесь есть и песок, и это, как говорится, Земля. с и земля. подкормкой. ага, и там еще как это? Перегной. Перегной. Мгм. Все вот это смешиваю, все, сделаю дырку и сразу. Мгм. Она глубокая должна быть? Конечно, или что? не глубоко. Должен, если глубоко будет посадить, Ага. плохо будет. Олин, вот так надо посадить. А, то есть чтобы она Ага. вот была... Так, Ага. получается, я ее держу. Ага. И И мы прикапываем ее. Так? мгм, мгм.
И вот так. Все. Это уже готовое. Это придавливать вот так? Немножко не надо. Ну, я всегда, вот видите, вверх стоит. Здесь висит песок очень много. И сама она начинается. Мне понравилось. расти. Ну, в принципе, ничего И сложного. воду сначала, Так, немножко, но не слишком много. Есть цветы, которые очень любят воду, а есть, которым нужно чуть-чуть, Да. буквально чайная ложка. Вот Ну, я- тюльпаны к каким Вот я относятся? тюльпаны ну, не очень любит, ну, но нормально, Влажная немного. или все-таки сырая земля? Сырая не надо. Я всегда немножко, потому что я учусь, поэтому, а вдруг там гниет. Поэтому не каждый день, 2 или, если сухо, там после 2 Через 2 дня? Через 2 дня поливаю, потом перехожу немножко вилкой, вот так сделаю. Вот так всегда вилкой. Ну вот мы вот сейчас находимся вот в этом помещении, где у вас вся рассада стоит. Тут, вы знаете, достаточно прохладно. Да. А какая тут температура? Ой, холодно здесь. Ну, я всегда, если вечером приду, после обеда, обратно там тепло, ну, в классы. Потому что здесь холодно же, видите? Ага. Вот, а потом после, когда уже тепло будет, сразу в окошко. Вот, Вы в представляешь? большую землю высаживаете потом? Ой, нет, Только в горшках? только в шаг. Я же это первый раз учусь. Так, давайте я попробую еще один цветок, и мы их потом подпишем, если они не зайдут. Знаете, Ой, это? вот это какое как? что это? Это, Долинское, вот это еще нахимичево. не готово, но Нет, ну. все, не посадим. это еще не готово. Мгм. Это уже надо хаят. Вот уже я посадила. Ага. Мгм. Так, ну если что, запомните. вот это Мгм. вот. Запишу, как вас. Утро Якутия. Утро Якутии. Утро Якутии испытано на себе. Телеканал Якутия 24. Национальная Здесь- вещательная компания. Здесь буду писать Якутия 24. Ну, потом Ага. я к вам летом приеду и Ага. еще посмотрим Хорошо. результаты Ага. моей деятельности. Мгм. Ну, я сейчас предлагаю взять именно крупным планом цветы, которые уже, тюльпанчики, которые уже взошли, потому что это действительно, это уникально, это очень красиво, это необычно. А в каких цветах вы высаживаете? Они же, получается, тюльпаны, они бывают разных цветов. Есть Да, оранжевые, желтые, белые, нет, оранжевые, оранжевые, желтые, розовые, фиолетовые. есть, Ну, у меня что-то все красные и оранжевые. Это тоже. вот этот розовенький, Ага. видно, что он... Когда луковицы пришли, только такие, вот там было написано красные с этими. Так, заказываешь, да, сразу там, Есть Ага. даже такие Даже- специальные эти ага. штуки. ага, там написано это сколько-то, 5 штук, это красные, там 5 штук оранжевые. Так покупала. Кроме цветов, чем вы еще занимаетесь именно по высадке? Да, у меня все есть. И капуста, и огурцы. сейчас? Это капуста. Мгм. Что касается капусты, она же очень такая капризная, ее только с рассады выводят. Да, здесь только рассадой, потому что здесь у нас холодно, очень Я холодно. не эксперт, но мне кажется, это помидорка. Помидорка, ну эти же детей учим, может они даже и здесь, поэтому каждый. А это перчик, по-моему, да? Ага, перчик. Каждый день мы проверяем, вот, детей учим. А есть такое, что вы за каждым учеником закрепляете конкретную баночку, там пишете, это там Саин, там Слепцова, так, и потом типа... Ну, пока нету. Нет Нет, такого? пока нету. Мгм. Это кабачки или это цветы? Так, такие? кабачки держи, видите? Нет, вот эти цветы же это. Мгм, цветы. Желтенькие Ага. называется. Ника- Петунья. Нет, нет, это Флоксы? нет, это же оранжевые. Цинди? У меня мамы такие росли. Ага. Иногда и здесь бывают
семена, и когда посаживаешь, или помидор, всегда так бывают, путанные, да, спутанные бывают. Это тоже получается капусточка. Ага, капуста, все. Сколько ей уже дней? Так, это, когда это было-то? Март. Нет, март, нет. Март уже готовимся, семена высаживаем. Эти все перегной, все это, сито, все. Сначала, Такую всю землю еще перетряхиваете? конечно, там есть у нас, еще дальше есть, Еще дальше есть кабинет, Мгм. там еще делаем там землю, песок, все это ситой готовим. И здесь с каждый пакетик эти готовые сразу, готовые, это, как называется? Рассада. Видите? Формочки. Ага, формочки, и сразу там посаживаем. Мгм. Достаточно ли света у вас? Ну, у нас не очень, но когда вот видите, у нас Это очень яркое солнце. яркое солнце. Невероятно Ага. белый снег. Да. А кроме вот таких агропромышленных масштабов, да, там тех же самых овощей, фруктов, какие-то еще экзотические цветы, вот я вижу, вы выращиваете, да? Ага, да. Ну, это, Мгм. это, Вот расскажите, пожалуйста, про это, потому что я думаю, об этом должны знать все. это же Вы только посмотрите, что это. Вы, наверное, даже не догадываетесь, что это яблоня. яблони. Это яблоня. Это только, В это тоже Сверхану, дети. Момского района. Ага. Арктический район нашей республики. И тут растет яблоня. Мгм. Вот кому пришла в голову, у кого хватило дерзости и смелости яблоню вывести. Но это в у вашем нас самая регионе? старшая агроном, она вот сама посадила и дала в школе. И сказала, давайте вот это посадите, как ребенок. Ну, она сама посадила, она же агроном, Мгм. и нас учила. Вот. Бывает Зимой. такое, что вы что-то пытаетесь попробовать, какой-то новый сорт или, опять же, попробовать новую культуру какую-то вырастить, и, к сожалению, она не приживается, что вы испытываете? как Да, вы это мы, переживаете? мы с Сочи принесли вот цветок, где у нас там, она же так, кто, да? Вот что-то это- очень такое интересное. Это, конечно, декоративное. но я декоративное, такое никогда еще это не тоже видела, с какими-то ягодками. Ягодка. что-то Ага. Интересное такое цветет, растет. Где же из Сочи мы привезли тоже, но она, наверное, не это. Не прижилась, да? Нет, она, наверное, в другом коридоре. кабинете? Ага, в коридоре. А что вот это вот такое с желтыми цветами? Это же лилия. Ля-ля. Лилия же это. Ребята. Вы видите, вот уже очень здесь холодно же, поэтому. Мгм. Мгм. Вот. Лилия. Мгм. Вот такие вот дела Мгм. в арктических районах. творятся. Там еще в коридоре есть у нас очень много цветов. Я предлагаю пойти посмотреть. Мгм. Вот здесь. Вот она стоит. Она же вот из Сочи привезли. И вот, видите, А что это такое? Она такая интересная? дерево же Как были. это, как алоэ она вот такая. Ага. коричневенькая. Из Сочи привезли, купила и вот привезла. Ну, но здесь очень холодно, поэтому она что-то не любит нашу. Герань мы посаживаем. Мгм. Герань очень много. Каких цветов? Там красные, белые. Я знаю, что белый это Ра- невеста, а Мгм. красный это жена. Да? Да, а розовый там. Алоэ посаживаем. Мгм. Ну, нету у нас, ну, вот учимся декоративными цветами пока. Ну, знаете, мы желаем вам только успехов. В такой школе действительно очень приятно учиться. Да. Я думаю, дети, которые с самых первых классов им прививают любовь именно к агрокультуре, которые сами своими руками помогают
обеспечивают весь населенный пункт именно картофелем и другими овощами. Я думаю, из них вырастут достойные люди. И большое вам спасибо за ваш труд и за то, что вы нам провели такую интересную беседу. Ну, друзья, на этом наша передача подошла к концу. Всем пока! Испытано на себе.